Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. 29 ноября Сосногорский район отметит свое 40-летие. Юбилейной дате мы посвящаем цикл материалов об основных градообразующих предприятиях муниципалитета. Наш сегодняшний рассказ об основном производителе электроэнергии для центральной части Республики Коми, а также источнике централизованного теплоснабжения нашего города – Сосногорской ТЭЦ. Сосногорская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1960 году. За годы работы электрическая мощность предприятия выросла почти в 15 раз. Генерирующее оборудование ТЭЦ регулярно проходит испытания, подтверждая свою способность к длительной работе на максимальных параметрах. Ежегодно на станции выполняется большой объем капитальных, средних и текущих ремонтов, призванных обеспечить надежную работу оборудования в отопительный период. Мы стали вкладывать большие деньги в реконструкцию оборудования. Это те же градирни, которые уже обсуждались, обе закончили. Это дымовые трубы, это магистральная тепловая сеть на город Сосногорск. И это генератор нашей самой большой турбины, полная замена обмотки. И другие более мелкие по объему, но их много. Если в энергосистеме республики происходит сбой, Сосногорская ТЭЦ способна взять на себя повышенную нагрузку, передавая энергию и на север, и на юг. При выводе в ремонт транзитных линий электропередач предприятие обеспечивает необходимую электрическую мощность, исходя из режима потребления региона. В таких случаях Сосногорская ТЭЦ является гарантом качества электрической энергии при раздельной работе не только Республики Коми, но и соседней Архангельской области. Возраст не ощущаем, стараемся быть так же, как и раньше, стабильным, надежным предприятием. Работники предприятия это все видят и воодушевлены тем отношением, которое сейчас к оборудованию на Сосногорской ТЭЦ. Главное богатство Сосногорской ТЭЦ – это ее коллектив. На станции трудится свыше 250 человек, многие из которых потомственные энергетики. Работник Сосногорской ТЭЦ – это житель Сосногорского района и в большинстве своем города Сосногорска. Это явно заметное омоложение возраста происходит. И явно видно, что те, кто у нас больше 2 лет отработали, видна любовь к предприятию. В этом году проходил конкурс среди электростанций Республики Коми, и коллектив Сосногорской ТЭЦ занял первое место. Сегодня Сосногорская ТЭЦ – крупный бесперебойный источник тепла и света. Стабильное предприятие, позволяющее ее сотрудникам быть уверенными в завтрашнем дне, а всем потребителям в круглогодичном надежном энергоснабжении. От всей души всех жителей района поздравляю с такой датой, это, можно сказать, даже юбилейная дата. И хочу пожелать Сосногорскому району в целом новых предприятий, новых рабочих мест. И тогда мы будем развиваться, двигаться, все у нас будет хорошо. А со своей стороны Сосногорская ТЭЦ точно может обеспечить и тепловой, и электрической энергией любое предприятие. Андрей Калиничев, Евгений Юрин и Павел Дурников. Вести Тимана, Сосногорск. Воспитанники сосногорских дошкольных учреждений представили свои работы на познавательно-исследовательской конференции «Я исследователь, я открываю мир». В стенах 11-го детского сада малыши поделились со сверстниками и педагогами своими первыми открытиями в различных областях знаний. Подробности в нашем следующем материале. В этом году познавательно-исследовательская конференция для дошкольников прошла в Сосногорске уже в 4-й раз. Как отмечают организаторы мероприятия, с каждым годом количество юных исследователей только увеличивается. Вместе с этим расширяется и круг интересов воспитанников детских садов. Мы направлены на развитие любознательности у детей, выявление одаренных детей. И, конечно, мы пытаемся активизировать работу дошкольных образовательных организаций по познавательно-исследовательской деятельности, которая является одной из приоритетных направлений в реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Каждый участник конференции постарался не только расширить свой кругозор, но и удивить членов жюри своими первыми открытиями. Например, воспитанница Сосногорского 3-го детского сада Юлия Шипацкая узнала, для чего кошкам нужны усы. Из книг я узнала, что кошачьи усы называются вибрисы. Они расположены не только на мордочке, еще на лапках, на шейке и под глазками. Поэтому кошачьи вибрисы нельзя вырывать или отрезать, даже
Если хозяину кажется, что без вибрисов кошка будет еще красивее. Без вибрис кошка будет получать меньше информации в окружающем мире. Всего члены жюри оценили 10 докладов. Дошколята рассказали о вреде и пользе автомобилей, о том, откуда берутся слезы и многом другом. Все работы, которые ребята защищали сегодня, были очень достойно представлены. Поэтому это огромная благодарность детям, насколько они очень ярко, хорошо выступили. Все ребята знают свою тему, владеют темой, умеют отвечать на вопросы. Поэтому мы очень благодарны и взрослым, которые сопровождали детей, и самим ребятам. Без наград не остался ни один участник. Каждый юный исследователь получил от управления образования дипломы и сладкие подарки. Кроме этого, работы ребят могут быть отправлены в Сыктывкар для участия в аналогичной конференции, но уже регионального уровня. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Не за горами Новый год. Для детей этот праздник особенный и долгожданный. А для кого-то это еще и возможность поверить в волшебство. В преддверии этого чудесного праздника Центр социальной защиты населения Сосногорска объявляет о проведении акции «Подари ребенку чудо», направленной на благотворительную помощь нуждающимся детям. Как принять участие в добром деле, подробнее в нашем материале. Ежегодная благотворительная акция «Подари ребенку чудо», организованная специалистами территориального центра соцобслуживания населения, проводится для того, чтобы у каждого ребенка, несмотря ни на какие жизненные сложности, появилось ощущение праздника. Цель акции – это привлечение внимания широкого круга общественности к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в силу каких-либо жизненных обстоятельств. Участниками акции могут быть как неравнодушные жители нашего города, так и организации и индивидуальные предприниматели. Одним словом, все добровольцы, которые желают помочь детям. Подарком может стать все, что угодно, от традиционных новогодних сладостей до разнообразных игрушек. Все то, что поможет сделать ребенка чуточку счастливее. Новогодние подарки, собранные в результате акции, вручатся детям адресно на дому или на новогодних утренниках. Целевая группа – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями. Каждый взрослый может подарить ребенку частичку тепла, любви и заботы. Помочь ему поверить, что счастье есть и чудо случается. Сделать доброе дело можно уже сейчас по адресу город Сосногорск, улица Оплеснина, дом 20, кабинет номер 3. Более подробная информация по телефону 5 72 82 либо 6 97 93. Елена Двожак, Вести Тимана, Сосногорск. Не так давно в Сосногорске появился плавательный бассейн. Благодаря этому в городе активно развивается новое спортивное направление. Сосногорские пловцы не только регулярно тренируются, но и уже проводят соревнования. Очередные заплывы в АЮВе состоялись на этой неделе. Внимание! В соревнованиях приняли участие более 80 воспитанников Сосногорской спортивной школы. В течение 2 дней юные пловцы преодолевали дистанции от 50 до 400 метров стилями, заявленными самими спортсменами. Соревнования проводятся среди спортсменов спортивной школы города Сосногорск. Что приятно заметить, что не только пловцы принимают участие, но и спортсмены секции бокса принимают участие и достаточно неплохо выступили. Сегодня ребята показали очень хорошие результаты. Многие дети выполнили юношеские свои первые разряды. Будем дальше работать, стараться выходить на более высокий уже уровень. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Сосногорске регулярно занимаются плаванием почти 200 горожан. 60 из них оттачивают свое мастерство для будущих побед в секции плавания спортивной школы. Мы пока только развиваем плавание, только все эти начальные этапы становления, развития, они достаточно непростые. Вот на следующей неделе мы выезжаем на первенство среди спортивных школ по плаванию, республиканское первенство. И будем знакомиться, показывать себя, смотреть на других, что немаловажно для наших воспитанников. Добавлю, что соревнования проходили в течение 2 дней, а посвящены они были 40-летию Сосногорского района.
А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. Ожидается ухудшение климатических условий с резким увеличением температуры наружного воздуха, интенсивными осадками в виде мокрого снега и временами ледяного дождя. Температура ночью составит +1, -4. Днем ожидается до 2 градусов тепла. На дорогах возможен гололед, налипание мокрого снега на проводах, а также сход снега с крыш. На сегодня это все. Новая информация в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных!